получилось, что узбечка посвятила себя полностью развитию именно таджикского искусства? Может быть, я узбечка, может быть, я где-то таджичка. Но дело в том, что я советский человек. Можете сказать, какую истину сейчас отражают наши театры? Нам нужно говорить о том, что нам нужно быть смелее. Можем ли мы сейчас назвать сумму, сколько вам удалось собрать за эти 20 лет? Ну, это деньги, и потом вы сидите на процентах, и вам идут какие-то копейки. Лоли Санам, вы, пожалуй, одна из первых в современном Таджикистане, кто серьезно начал заниматься арт-менеджерством. И последние 20 лет своей жизни вы только и делаете, что придумываете арт-проекты, рассказываете о нас за рубежом, привлекаете внимание иностранцев к таджикскому творчеству. Но мне одно интересно. Ваши корни ведь из Бухары, и вы по национальности узбечка. Как так получилось, что узбечка посвятила себя полностью развитию именно таджикского искусства? Дело в том, что я, может быть, имею корни из Бухары, может быть, я узбечка, может быть, я где-то таджичка. Но дело в том, что я советский человек, и я воспитана в духе интернационализма. Конечно, я слышала имена Турсунзаде, да, я и слышала имена Миршакара, я даже что-то читала, наверное, да, мне очень интересно было прочесть про этот золотой кишлак, по-моему, да, у Мирсаида Миршакара. Позже, когда моя близкая подруга Лола Гуломова привела меня в музей Гурминджа, и, если честно, вот оттуда у меня началось знакомство с таджикской культурой, да. Моя подруга, она уезжала в Штаты и говорит: помоги, просто помоги в этому музею, и как бы это самое. Я просто полюбила эту культуру, она мне была очень близка, потому что там, где приходили музыканты, играли на музыкальных инструментах, я помню, в этом старом дворике музея Гурминджа, и там действительно была особая атмосфера. Было такое ощущение, что как будто ты улетаешь в космос. Я понимала свою ответственность, что я просто должна помочь этим людям. Я должна помочь сохранить эту культуру. И вот как бы вот такие были посылы у меня с самого начала. Лоли Санам Улугова, арт-менеджер с 20-летним опытом работы. Получила диплом магистра в области проектного менеджмента по культуре и искусству в Туринском университете в Италии. За свою профессиональную деятельность Лоли Санам реализовала в Таджикистане несколько десятков проектов, связанных с поддержкой и развитием киноискусства, театрального искусства и живописи, а также сохранением музеев и традиционных таджикских танцев. Является автором 2 перформансов «Молодежь за верховенство законов» и «Сквозь тернии к звездам». Задачи арт-менеджера, как я понимаю, в первую очередь входит это поиск денег и доноров для поддержки арт-проектов. Можем ли мы сейчас назвать сумму, сколько вам удалось собрать за эти 20 лет и принести эти деньги в таджикское искусство? И какие это были проекты? Я могу точно с уверенностью сказать, что благодаря моим идеям до 2014 года, около $300 тысяч я точно привлекла совместно с организациями, сама и все такое. Я не знаю, имею ли я право говорить это то, что я с Соросом, с организацией, около $500, наверное, тысяч. Если это можно сказать, если ко мне мой бывший работник не будет никаких претензий ко мне, да. И, в общем-то, я не знаю, около $800 тысяч, да, долларов, вот это все вместе, да, то есть это мой вклад. И, конечно, можно еще больше и больше делать, я почти уверена, потому что идей очень много. Нужно сказать о том, что арт-менеджер приносит деньги не только от доноров, да, есть доноры, есть частный капитал и есть государственный. А я одна из тех, одна из пионеров арт-менеджмента, которая
смогла вот принести деньги от доноров, да, то есть с самого начала. Вот, ну, так как я вам уже сказала, что это начиналось с музея Гурминджа, вот швейцарский офис Муаттара Баширова, ее шефы, они сделали большой-большой вклад в сохранение вот культуры через музей Гурминджа. Вот. И это было, начиналось с музея Гурминджа. Вначале мы сделали, как обычная, по-моему, помощь была, она около 3000, по-моему, долларов была. А потом, значит, около 4000 на развитие музыкально-фольклорной школы на базе музея. Вот. Потом, значит, это вот мы делали проект с Игболом Завкебековым. Это знакомство, это диалог культур через знакомство с музыкальными инструментариями 3 стран: Афганистана, Таджикистана и Азербайджана. Кроме этого, я руководила организацией, общественной организацией, которая называлась Ташабуси Рахси Тоджик. Меня поддержали 2 года, поддержал этот Christensen фонд, вот, и наша задача была это зафиксировать состояние таджикских танцевальных традиций, где мы находились, что такое таджикский танец, что такое постановочный танец и что такое, когда носитель говорит вот с точки зрения танца, да. В принципе, достаточно серьезные были арт-проекты. Ну а когда меня наняли на работу Институт открытого общества, фонд содействия, пока я работала несколько лет, мы помогали театрам именно в постановках, да. Вот, театр это Лухтак, кукольный театр, вот. Потом, значит, у нас молодежный театр получал, потом есть Курган-Тюбе театр, вот, на постановку. То есть вот каждый год 20 или 25 тысяч Сорос тратил на постановки для театров. Кроме этого, мы стали развивать арт-критику. Дело в том, что в Таджикистане нет ни одного образовательное учреждение, где бы преподавалась вот арт-критика. Когда я говорю об арт-критике, я говорю о киноведении, театроведении и искусствоведении. У нас есть в Таджикистане люди, которые, но это единицы. Лариса, у вас квартира – это просто маленькая галерея. Я тут у вас насчитала около 30 картин. Многие мне, к сожалению, не знакомы. По почерку я узнала только Фаруха Никматзаде. Расскажите, кто у вас здесь? Ну, да, это моя маленькая home gallery. И я коллекционирую работы таджикских художников, советских и таджикских художников. Вот, у меня есть работа, как вы сказали, и Фаруха Никматзаде, несколько работ. У меня есть работа Рахима Ахмедовича Сафарова, у меня есть работа вот уже, к сожалению, покойного Фаруха Хаджаева. Эта вот работа называется «Бык», и в скобочках автопортрет. Это работа Равшана Разибоева. Вот. В молодости, так сказать, до женитьбы он сделал вот эту вот гениальную просто работу, столько экспрессии, столько такой, я не знаю, мужской напористости, что ли, маскулинности, вот этого вот всего. И потом, вы знаете, я с ним работала в нескольких проектах вместе, он настолько заботливый человек, такой вот мягкий. И вот это вот его автопортрет, то есть он, наверное, хочет сказать, что он внутри такой. Давайте остановимся на вот этой картине. Она написана в стиле ню. Автор, как я полагаю, это Фарух Никматзаде. Этот стиль, как мы знаем, довольно спорный в Таджикистане. Но спорный, знаете, здесь тоже относительное понятие. Объясню почему. У нас в прошлом году на Азия Плюс был сюжет, где мы рассказывали об этом стиле, и мы показывали картины Фаруха Никматзаде в этом стиле и картины молодой художницы Марифат Давлатовой. Я, конечно, полагала, что критика будет в наш адрес,
Потому что мы якобы говорим о запретах, но я не могла себе представить, что эта критика обрушится только на марифат. Как вы думаете, что это? Ой, вы знаете, мне кажется, здесь несколько причин. Первое, все-таки у Фаруха все-таки нужно говорить о гетеросексуальности и гомосексуальности, да. Видимо, люди подозревают в ней какие-то гомосексуальную эротику, может быть, да. Потому что женщина, да. Я просто предполагаю. Я думаю, если марифат бы написала бы картину, где мужчина полуобнаженный, да, то ее тоже. Почему? Потому что она молодая, она должна выйти замуж. Я говорю, вот что общество думает. Какая связь между замужеством и искусством? Какая связь? Вы Получается, знаете, искусство у нас тоже делится на мужское и женское. Вы знаете, дело в том, что я понимаю так, в нашем обществе существует такая градация. Дело в том, что, я не знаю, была ли она в советское время, но она появилась именно относительно недавно, лет 20, наверное, как появилась. Дело в том, что когда женщины незамужние, и когда женщины успешные, и они вот в какой-то другой категории, вот если женщина вот сохидора, да, то есть у нее есть муж, у нее есть дети, у нее есть, то есть она вот в глазах общества, она реализовала себя, понимаете? А если женщина, например, одна, нету мужа, вы знаете, вы просто спросите в обществе, это будет совсем не то отношение. А если молодая девушка, которая в возрасте замужества, ей надо выходить, например, замуж, а она тут и пишет обнаженную женщину, значит, что она? Замуж она хочет, что она замуж тогда не выйдет, и все такое, то есть вот это вот все много. Между строк читает другое, в принципе, получается, да? Раз она рисует полуголых, так скажем. Конечно, но они же все ей написали, вот многие там, где твой номус, что ты там делаешь? У нее, кстати, там очень мало эротики, то есть у нее девочки, они смотрящие вот с такими глазами, у них, кстати, все, когда смотрят, у нее персонажи, когда смотрят в лицо зрителю, они как будто бы протестуют, как будто бы кричат о какой-то боли, как будто что-то, потому что это марифат отразила вот себя вот, через свои персонажи. Когда показывает Нигматзаде, ну посмотрите, она абсолютно довольная. Я не знаю, где она так может быть, но явно может быть при своем супруге, да, открылась, да. Как-то. То есть это общество тоже понимает и поэтому чувствует, и поэтому как бы может быть такое отношение. Но я хотела бы посмотреть на общество, если бы вдруг великолепный Нигматзаде показал бы вот мужчин, поверьте мне, было бы... С таким взглядом. Поверьте, общество тоже бы не приняло его. Художнику надо давать больше возможностей, свободы для проявления его мыслей, чувств, понимаете? Вот здесь у вас, смотрите, давайте. Я увидела вот это. Расскажите, что здесь делает Ленин? Да, это товарищ Ленин. Работа Смирнова и Безрукова. Вот, были такие художники, советско-таджикские художники. У нас было очень много, кстати, русских имен в свое время. И вот портрет вождя в его кабинете. Ну, во-первых, он очень симпатичный здесь. Из всех Ленинов, из всех портретов Ленина, он довольно симпатичный. То, что он в окружении книг, да, вот он то, что читает, такое думающее лицо, одухотворенное, да. Конечно, сейчас очень много дискурсов по поводу вообще вот нашего прошлого, сталинизм, ленинизм, и все такое. Все это, конечно, вот очень печальная история. Мой друг, он мне подарил эту работу. Я сказала спасибо, я ее оставлю. И все, я ее оставила. Я не знаю, если я, конечно, буду уезжать, я не смогу ее взять с собой, потому что ей уже больше 50 лет, а у нас тут спецразрешение, по-моему, нужно будет. Со временем, да, я не знаю, это все равно это, монетарная стоимость у него повышается. У любой арт-работы со временем повышается стоимость. Это вот закон как бы бизнеса.
Вот, и поэтому, ну, мне нравится, пусть он будет. Пусть висит, он мне нравится, он симпатичный. Мне нравится. Лолисанам, вы периодически пишете статьи на английском языке для интернет-издания Voices on Central Asia, в которых рассказываете про особенности таджикского искусства. И очередная ваша статья, как я знаю, будет о таджикском театре. Можно небольшой спойлер, о каких из них вы собираетесь рассказать? И как вы думаете, все-таки в чем сила таджикского театра? Да, я начала писать для Voices of Central Asia. Дело в том, что когда я была в Штатах, на стажировке в Вашингтонском университете, ну, известный, да, ресурс, и там очень много пишется о Казахстане, ну, в основном как бы о Казахстане, как бы так получается. Что-то иногда бывает о других странах, ну, как бы я так поняла, вот о нас вообще ничего нет. Я знакома с удивительной дамой, которая является редактором этого Central Asia. Я спросила, в чем дело? Она сказала, а кто пишет? Вот. Я сказала, я буду писать, потому что у нас столько много интересного всего происходит в Таджикистане. Таджикская культура настолько значительна, глубока, красива. И поэтому как об этом не писать? Я написала о моде таджикской. Я рассказала о том, что есть в Таджикистане, и в то же время чего нету вот в области моды. Да? Как бы с одной стороны у нас такой вахима, вот мы вот такие красивые, все такое, но на самом деле такого слишком большого прорыва, например, нету. Я это могу сказать с уверенностью, учитывая всего Центральноазиатского региона, да, то есть вот после распада Советского Союза все вот нашли вот эти свои вышивки традиционные, и они это просто комбинируют с европейской одеждой. Это очень красиво, и путь дальше продолжается, но такого сильного прорыва я не увидела, потому что очень много проблем в этой области. Я об этом, в принципе, и говорю. Сейчас я обратила внимание на театр. Дело в том, что я очень давно хотела коснуться этой темы. Понимаете, Таджикистан – одна из немногих стран, которая привнесла свою лепту в театральное искусство. Вы понимаете? Дело в том, что имя Фаруха Касымова, оно значимое, оно как икона. Его просто, это наш бренд. Понимаете? Это просто бренд. Конечно, об этом надо больше говорить, об этом у нас слишком мало говорят. То, что вот его сделало значимым, это его работы «Антихрист», а еще ранее была работа «Иосиф». Это вот постановка 12-й суры, по-моему, нашего Корана. Вот. Или там вот библейский сюжет о Иосифе Прекрасном и его братьях. То есть основа взята вот с этих религиозных источников, но постановщик, режиссер-постановщик, то есть наш устод Фарух Касымов, он переделал. У него совсем другое завершение, совершенно другое завершение. Но вот как раз-таки эта работа, на мой взгляд, она показывает предвидение нашего устода этой гражданской войны. Его Иосиф вот был убит его братьями. То есть это как бы получается... художник увидел, вот предвидел эту гражданскую войну, да, то есть получается, когда ты искренен, да, когда у тебя все, видимо, чакры открыты в этом мире, тогда ты получаешь вот эту, видимо, информацию, и, видимо, он не мог не убить этого Юсуфа, да, Иосифа, именно братьями. Я просто хочу сказать, язык, художественный язык господина Фаруха Касымова, он интересен, он уникальный, и он
для нас, для Таджикистана, это как путеводная звезда. Давайте посчитаем, кто еще был награжден в Таджикистане, награда принца Клауса. Я не знаю. Вообще принято, что театр – это зеркало времени. Можете сказать, какую истину сейчас отражают наши театры? Я посмотрела 2 работы шекспировские наших театров. Это Миралибекова, Бахадура Миралибекова в театре Маяковского и Макбет Харуна. Да. И я не знаю, почему эти 2 работы были сделаны именно в год выборов. Дело в том, что если мы, например, обратимся и Гамлету, и Макбету, там обе они связаны с королевской властью, да? Там столько кровопролития. Я не знаю для чего. Я не хочу ничего говорить плохого, я просто пытаюсь понять, как зритель, что хотели сказать наши режиссеры. Понимаете? Или «Лавину», например. «Лавина» — это турецкого драматурга. Молодежный театр, оказывается, пригласил известного режиссера узбекского, это, по-моему, Олимакас Алиев. Он приезжал, оказывается, к нам в прошлом году, и они поставили «Лавину». И тоже «Лавина» — это история преодоления страха. Дело в том, что нам нужно говорить о том, что нам нужно быть смелее. Я недавно, как раз-таки готовясь к написанию статьи о театре, я читала несколько интервью нашего известного тоже режиссера, постановщика Барзу Абдуразокова. Мне очень жаль, что его нет в Таджикистане, и мне еще больше жаль, что я не могу видеть те работы, которые он делает. Делает с казахами, делает с кыргызами. Они тоже очень часто получают призы. Конечно, некоторые работы я видела его исповедь. К сожалению, я не видела ту работу, которая Министерство культуры запретило ставить это. Она, оказывается, напомнила как-то события гражданской войны, 93-й год. Напомнила, но это же... Часть истории. Конечно. Мы не можем все запрещать. И чем быстрее Министерство культуры это поймет, тем это будет лучше. Дело в том, что нету сейчас, например, Барзу Абдуразокова, и наше общество просто лишено его продукции. А его продукция — это тоже шедевры. Если есть шедевры, да, нужно их просто беречь и нужно их просто ценить. Смотрите, арт-менеджерство – это, возможно, модное, но в Таджикистане не совсем востребованное занятие, хотя эта сфера, имеется в виду именно искусство, очень нуждается в поддержке. Можете ли вы назвать 5 таких привлекательных причин, из-за которых молодые тоже должны выбрать арт-менеджерство в качестве профессии и тоже вкладываться в развитие таджикского искусства? Во-первых, говорят, все, что связано с артом, и люди, которые связаны в арте, особенно именно, я имею в виду административную, такую менеджерскую работу, она как-то продлевает жизнь, она как-то осветляет вас, какое-то очищение какое-то дает, да, то есть это одна из привлекательных сторон. Если вы, например, какие-то контакты у вас, да, за рубежом, и вы познакомились с такой галереей, которая очень интересуется, например, вы показали работу этого художника, это деньги, и потом вы сидите на процентах, и вам идут какие-то копейки. Престиж, если человек, например, очень заботится о престиже. В рамках всего, что было сказано, как вы думаете, в чем ваша сила? Ой, моя сила смелости.
моя сила в дерзости, моя сила, да, вот смелости принимать решения. Ну, для этого чуть-чуть больше свободы, просто у меня, вот, слава богу, у меня, как бы, меня никто не... То есть, может, мои пятнышки дали мне вот эту свободу, меня родители не трогали, ну, хорошо. Вот узбеков так говорят, клаверсон, вот, то есть меня никто не трогал, вот, меня как бы, и я всегда могла вот имела возможность сказать да или нет, да или нет, и очень рано научилась говорить свое мнение, вот, то есть вот я в этом силу видела. Я пришла для того, чтобы что-то сделать, оставить какую-то... Да, у меня нет детей, но зато я что-то делаю, и я столько помогала, и помогаю, и буду помогать. Я считаю, что в этом, наверное, смелости. Женщины, будьте смелыми.